Новогодние праздники – время подведения итогов и составления всевозможных рейтингов. Не претендуя на полную объективность и глубокий анализ, не раздавая призовые места и не давая оценок, мы решили составить небольшой список наших земляков, которые удивили нас в этом году. Сергей Миняйло. Одним из главных политических событий в мире в этом году стало вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Губернатором Севастополя назначен уроженец Северной Осетии Сергей Миняйло. Он родился в Алагире, прошел путь от командира штурманской боевой части до заместителя командующего Черноморским флотом. В апреле 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что назначит Миняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Александр Татаонов. Сенатор Александр Татаонов стал одним из самых популярных на Западе российских политиков. Все дело в том, что на экстренном заседании Совета Федерации он призвал коллег защитить Украину от фашистствующих молодчиков. В результате сенатор оказался одним из первых, кому были применены санкции ЕС и Соединенных Штатов. Теперь ему закрыт въезд в более чем 40 стран. Сам он признается, что имущество за пределами России не имеет и мнение свое не поменял, несмотря ни на какие санкции. Марат Камболов. В январе Марат Камболов, будучи замминистра образования и науки России, в составе международной научной экспедиции посетил Антарктиду и установил флаг Северной Осетии на Южном полюсе. Таким образом, он стал первым осетином, покорившим оба полюса Земли. В декабре получил из рук президента России орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Туган Сохиев. В начале 2014-го на должность музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра назначен маэстро Туган Сохиев. Для Осетии это событие стало не только предметом нереальной гордости, но и поводом для новых анекдотов о том, что в крови осетин нашли дирижерскую палочку. 36-летний Туган Сохиев учился в Петербургской государственной консерватории. После завершения учебы стал музыкальным руководителем Валлийской национальной оперы. С 2005-го сотрудничает с Национальным оркестром Капитолия Тулузы. В 2010-м стал главным дирижером немецкого симфонического оркестра Берлина. Вероника Джиоева. Вероника Джиоева в этом году выдвинута на соискание престижной премии «Золотая маска» в номинации «Опера. Женская роль». Награда может достаться оперной диве за исполнение партии Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Кроме того, в этом году Вероника Джиоева дала сольные концерты в зале имени Чайковского в Москве, во Владикавказе, а также благотворительный концерт в Беслане. Прима удостоена звания народной артисткой Северной Осетии и признана человеком года по версии журнала «Цхинвал Magazine». Андрей Каргинов. Экипаж команды КамАЗ-Мастер под руководством Андрея Каргинова в очередной раз стал победителем ралли-марафона «Дакар-2014». После триумфа гонщик был удостоен медали во славу Осетии. Андрей Каргинов родился и живет в городе Набережные Челны. Своей любовью к автогонкам обязан отцу Олегу Харитоновичу, родившемуся в Алагирском районе. В Татарстан Каргинов-старший приехал помогать строить завод КамАЗ и остался там жить. Кроме этого, в наш список вошли режиссер Анатолий Дзываев, который в 2014-м начал работу над фильмом «Тели и Толи», Игорь Кисаев и Сергей Кациев, вошедшие в золотую сотню Forbes, Агунда Кулаева, ставшая солисткой оперной труппы Большого театра. В числе 15 удививших земляков и Мария Баликоева, самая успешная и титулованная российская гольфистка. Также здесь питерский бизнесмен с осетинскими корнями Теймураз Болоев, который продолжает развивать легкую промышленность в России. И депутат Госдумы Тамерлан Агузаров, признанный одним из самых эффективных законодателей. Мы также не могли не вспомнить Анатолия Маргиева, председателя Сочинской городской осетинской национально-культурной общественной организации «Алания». В уходящем 2014-м он был удостоен премии «Меценат года культуры». В списке также Фатима Салказанова, подарившая личную библиотеку Северо-Осетинскому госуниверситету, и основательница фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Наталья Марзоева. Этот фестиваль включен в основную программу проведения Года России в Монако.
Разумеется, это не полный список людей, родившихся в Осетии или живущих и прославляющих родину далеко за ее пределами. Еще есть спортсмены, которые завоевывают медали и поднимают флаг России на крупнейших мировых чемпионатах. Они заслуживают отдельного списка или даже доски почета. Есть еще имена, о которых в силу ряда причин не знали составители рейтинга. А кто удивил вас в уходящем году? Яна Гайгиева, Катерина Толасова, Осетия ТВ.